В нашей студии сегодня профессиональный боксер Артур Зиядинов. Артур, салям алейкум. Алейкум салям, салям алейкум вармитля. В моей карьере в профессиональном боксе 18 поединков. Тебе есть зачем драться? Ты хочешь со мной подраться? Ну, давай подеремся. 9 тренеров по боксу было в разных странах, в разных городах. Это бокс, действительно, никто не застрахован. Один удар решает. Ты не отворачивайтесь, пропустите самое интересное, да? Это спорт, доли секунды, ты не успеешь моргнуть, как может прилететь. Сердцем боксировал, а не головой. Ты готов вот выйти и порвать человека на ринге? Бокс я называю театр кулачного искусства. Я в боксе не для денег, даже в крайнем поединке, да, у меня ноги не сдержали, но голова свет не выключили. Травмоопасный или нет? Очень травмоопасный. Со скольки лет нужно отдавать на бокс? Бокс – это про удары по голове. Для меня отдых – это не думать. Профессиональный спорт – это только на износ. Самая большая цель – стать боксером pound for pound. Ты растешь, ты становишься лучше только с теми, кто лучше тебя. И я искренне верю, что бокс – это некая ступень в моей жизни, которую я должен пройти. Очень рад, что ты нашел время. Время сегодня самый дорогой ресурс. Нашел время прийти к нам в гости. Мы действительно рады. И, наши подписчики, зрители не знают, но мы с тобой давно договаривались на то, чтобы записать это интервью. Да, и, в принципе, даже мы удаленно как-то думали, сделать запись. Но я знаю, что удаленно это все равно не то. Потому что когда нету контакта, нету зрительного контакта, все равно беседа получается, скажем так, такая поверхностная и лайтовая. Поэтому, Сау, что ты сегодня здесь. Сау, что пригласили. Да, и мы будем говорить по твоему прямому назначению, про бокс. Мы будем говорить про то, что в твоей жизни происходит сегодня. И, в принципе, нам поступило много вопросов, реально много. В основном женщины спрашивают, потому что бокс сейчас тоже, наверное, какое-то новое перерождение, что ли, испытывают. Много боксеров, много ребят, кто ходит на бокс. Хорошо. Поэтому, наши мамочки переживают, спрашивают, папы, как всегда, спокойные и уверенные, да. Так, давай начнем с первой части. Вообще, как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь вообще? Что у тебя сейчас в жизни происходит? Аллах шукр, все со мной замечательно. Я живу и радуюсь, наслаждаюсь жизнью. Несмотря на то, что было, кто знает, мой крайний поединок прошел не совсем удачно, как мне хотелось бы, но жизнь не останавливается. Сейчас накоплю сил, обдумаю, как дальше двигаться и продолжу свой путь. Смотри, давай. Я, в принципе, конечно же, не могу чувствовать это событие, как ты, да, потому что ты находишься непосредственно в этом, скажем, в этой лодке. Но я хочу с тобой все равно немножко поговорить про последний твой бой, да, потому что я его тоже смотрел. Я смотрю, в принципе, все, наверное, твои бои смотрел. Да, и ты знаешь, сначала я хочу у тебя спросить, а потом поделюсь своими наблюдениями, да, что я почувствовал. Вообще, почему? Я так понял, что бой не по плану пошел твоему, да? Почему бой пошел не по плану? Как ты сам считаешь? Знаете, я так сказать, как это говорится, личность, которая придумывает что-то. Как говорит Майк Тайсон, да, у всех есть план, пока... Да. То есть ты что-то придумал? В целом что-то в жизни моей происходило и происходит, как всегда. За этот год моя жизнь сильно изменилась. Это тоже как-никак сказывается на характере, на настроении. И ты это переносишь в ринг. Мы с тренером готовились немножко по-другому. Да, там была задача, чтобы я вышел, пару ударов нанес, чтобы поставить себя в ринге, чтобы... Закрепиться. Закрепиться, кто здесь главный, так сказать. Да. Инициативу хотел взять. Да. И сразу провел пару сильных ударов и не смог отпустить это напряжение. И получилось, что дальше начал боксировать не в своем стиле. И характер тоже сыграл. Хотелось как-то, не знаю, самому себе, наверное, доказать что-то. И, в общем, боксировал не по плану.
А вот кто у тебя в ринге был с секундантами? Они тебе не подсказывали, что ты идешь не по своему пути? Ну, честно сказать, я их не особо слышал. Ну, есть такое, да. Не особо слышал. Мне что-то подсказывали, но как бы я смотрел себя неоднократно смотрел свой поединок, Мгм. каждый раз обращая внимание на какие-то определенные детали. Мгм. И я обратил внимание, что в перерыве я был как разъяренный бык Мгм. с красными глазами. То есть эмоции, да, у тебя все-таки тебя Да, поглотили? Да. Мгм. Не справился эмоциями. Не то, что это не страх, ничего, а просто вот как-то боксировал сердцем, а не головой. Да. Ну, ты знаешь, я вообще как бы много поединков смотрел разных. Ну, я, может, по мне не скажешь, но я боксом интересуюсь. Просто как бы очень интересный спорт. Уникальный даже, можно сказать. И ты знаешь, вот эти вот звезды, которые находятся на Олимпе, вот у них какое-то ледяное спокойствие. То есть вот что-то, чтобы произошло, чтобы что-то с ними, вот что-то их вывело, ну, это невозможно. Это работа человека или, может быть, какого-то психолога в команде? То есть как вот это вообще выкристаллизовывается? Ты сам вот подумал, что чтобы эту ошибку дальше не совершить в следующий раз? Конечно, Что для этого нужно сделать? Конечно. В моей жизни я не первый проигрыш, это, во-первых, если брать карьеру. Ну и в жизни какие-то были случаи, ситуации. Все мы разные, и пути у нас у всех разные. Каждый ищет подход по-своему, кому что работает. Имея то, что я имею на сегодняшний день, оглядываясь назад, я, конечно, разбираю все по деталям. Да, да. И этот поединок я уже разобрал. Ну и по сей день думаю о том, что нужно изменить, Мгм. где, что, как, в какую сторону. Где-то больше, где-то меньше. Но это такое эмоциональное. Это как художник рисует картины. У него настроение такое, он там такое Мгм. нарисовал. Мгм. Также и спортсмен, боксер конкретно, выходя в ринг, он переносит то, что он ощущает, испытывает внутри себя. И от этого что-то складывается, какая-то картина. Мгм. В моем случае, так как я считаю, что я так скажем, не смог грамотно контролировать свои эмоции, Мгм. я думаю, что мне нужна помощь, признаюсь, помощь психолога, специалиста. Ну, мне кажется, слушай, мне кажется, это настолько адекватная и нормальная вещь. Я вообще думаю, что а, просто человек обычный живет, да, он не выходит на сцену, не выходит на ринг, у него нет таких перепадов, да, потому что, ну, как вот, слушай, если мы разбираем человека, да, мы, в принципе, как вот из первобытного общества. Мы, если выходим куда-то, становимся заметными, соответственно, у нас начинает все внутри работать, кипеть, потому что ну, мы же на виду стали, значит, у нас больше опасностей, значит, нас заметили, Мгм. мы за какие-то ресурсы боремся, поэтому, мне кажется, это же супер очевидная штука, что должен быть человек, который скажет, слушай, ну это нормально, делай вот так, вот так, вот так. Естественно, я так-то осознавал, что это все нормально. Много всяких мелочей происходило, даже в день поединка. Мгм. И я все принимал то, что есть. Мгм. Как бы, хорошо, значит, я имею это, что я могу сделать. У меня предстоит поединок. С тем, что я имею, слава богу за все, пошел в бой. Мгм. Как бы, можно было там расстраиваться или наоборот как-то радостно, эмоционально Мгм. реагировать на что-либо. Внешне, мне кажется, до поединка, внешне по мне не было заметно, что во мне что-то там как-то внутри меня. Ну, я не видел, то есть я Да, думал, но, ты... войдя в ринг, уже там Да, планка падает. планка падает, и вот не смог головой боксировать. Я читал интервью твоего соперника. Ну, поначалу мне он показался вообще какой-то, думаю, что за какой-то парень непонятно. То есть вот когда афишу увидел.
А потом я про него прочитал, думаю, ну, нормальный парень. Слушай, думаю, блин, бой должен быть тяжелый. Хороший, да. Да, сразу то есть понял. я почему-то подумал, что это какой-то там, ну, какой-то проходной парень. Потом думаю, нет, подожди, парень интересный. И он сам говорит о том, что готовился к длительному бою, то есть он уже тоже тебя изучает, он Да, знает да. твою технику, твою манеру боя. И он сам тоже отметил это, что ты пошел не по своему плану. Мгм. А теперь, соответственно, то есть мы вообще из поражения что должны изучать? Ну, извлекать, Урок. да, любой человек должен извлекать урок. Причем поражение же не только ты испытываешь. Каждый человек, кто чем-то занимается, он бывает неудачей. И нужно правильный урок из этого извлечь. Вот этот урок, ну, у тебя есть какая-то команда, то есть, ну, кто-то, с кем ты можешь обсудить это, то есть какая-то вот, ну, я думаю, что когда я вот смотрел, допустим, фильм там про Усика, да, и он там рассказывает, что вот этого Ломаченко, да, там его там вел, что вот он такой там, то есть это очень важно, да, когда есть человек, который своим опытом может сказать, слушай, вот так, вот так, вот так. У тебя эта команда есть вообще? Кто с тобой работает? К счастью или к сожалению, у меня никогда не было такой одной команды, с кем я всю свою спортивную карьеру двигался. Так складывалось, что я всегда был в поиске чего-то лучшего. Не то, что там, мне не нравится, ты мне не нравишься. Просто вот взял от тренера, что смог, Да. учитывая все обстоятельства, где я нахожусь, что мне предстоит ждать в будущем, то я принимал какие-то решения, какое-то решение по определенным причинам идти дальше. Угу. На сегодняшний день у меня уже 9 тренеров по боксу было в разных странах, в разных городах. Изначально вообще я на бокс, когда пришел, изначально мне нравилось погружаться в детали, тонкости вообще тренировок, как все это делать. И на сегодняшний день у меня есть люди, которым я доверяю, это мои самые близкие, это мой дядя, там еще какие-то друзья, там еще что-то. Но с тренерами у меня такого прям нет, что я прям сел там. А почему? Мы обсуждаем. Ну, не знаю, вот так складывается. Просто У знаешь... тренера много кого, и он там, я понял. здесь, как-то... То есть у тренера много подопечных, много вообще в жизни чего происходит. Если конкретно брать за ту команду, с кем я в этот поединок выходил. Угу. И, ну, учитывая его характеристику, да, черты характера, учитывая мои черты характера, учитывая то, что он в другом городе, я в другом городе, и вот эти все моменты, мы, сели, пообщались на какие-то моменты из поединка, ну, больше не общались. А как вот, ну, что он тебе сказал первое? Все-таки у него же есть какая-то ответственность тоже за это? Что ему не стыдно за меня. Ну, это круто. Что я вышел, сделал все, что мог, не давал заднюю, там, никак не тушился. И, в принципе, этого, что произошло, это ничего не предвещало. Но это бокс, действительно, никто не застрахован. Один удар решает. Ты знаешь, мне кажется, что там был такой момент, что, получается, ты же на этот бой шел из поражения, то есть у тебя предыдущее было поражение, Да, тоже и поражение. в эмоциональном плане ты, наверное, хотел какую-то яркую победу, возможно, Да, что-то такое. конечно. И вот это тебя и подставило, по сути. Потому что был Это момент, тоже когда у тебя пошел этот... мой бокс. Да, то есть ты начал работать, я думаю, все, ты включился, и, видать, ты, знаешь, вот по этой горячке просто забылся немножко. А тот парень тоже непростой оказался. Совсем непростой, он хорошо подготовился со всех сторон. И тоже панчер тоже. Ну, Еще то есть, хороший я же панчер, говорю, то есть очень тяжеловес. хороший боец, да. Да, тяжеловес, идущий без поражений. Он сторона А был. То есть он представлял компанию, в которой мы боксировали. Угу. Так что да, конечно, у меня была мысль закончить поединок. Хотелось, по крайней мере, мне как человеку хотелось закончить поединок красиво. Но там как раз-таки был момент, что он прям и как-то и тушанулся, и ты начал попадать хорошо. Ну, честно говоря, я расстроился, знаешь, чисто по-человечески, потому что там был такой микромомент, знаешь, как будто бы даже удача, неудача, вот так, знаешь, как будто бы немножко не повезло, скажем так, да, и вот раз перевернулось. Ну,
Ну, ты знаешь, Дальше. я просто, когда учился в школе, ну, мы играли в шахматы, скажем так. Это не то же самое, да, но это тоже спорт. Но это бокс с шахматами Это сравнивают. тоже спорт. И победа меня никогда не меняла. То есть я, наоборот, больше засыпал, успокаивался. Да, всё А вот нормально. поражение у меня начало все кипеть, бурлить. То есть я хотел, подожди, ну что такое? Вот на тебя поражение как работает? Точно так же. Точно так же. У меня уже в моей карьере 18 поединков, в профессиональном боксе 18 поединков, 3 из них я проиграл. И после каждого поражения я не становился хуже. Я только становился лучше, как я считаю, по крайней мере. Потому что я после поражения раскладывал все, что было не так, как, что. И шел и делал все для того, чтобы измениться в лучшую сторону. И я думаю, мне это удавалось. Крайнее поражение тоже, конечно, оно получилось более яркое, но все обдумав, приняв поражение, обдумав, что как. Ничего, двигаемся дальше. Ну да. Сделали ошибки, сделаю работу над ошибками и пойду дальше. А ты не общался с ним, ну, после боя вообще? С оппонентом? Да. Да, конечно, мы вообще там разминались в одном здании, на одной площади, Разминались перед боем в одной непосредственно. комнате, так скажем, большой. Да, перед боем разминались на одной территории, и потом мы с боя вышли тоже так же в одном месте. С уважением все. Он говорит, честно сказать, я не ожидал, что так будет, говорит. Вот что он сказал. Но тоже обрадовался, наверное, неожиданной удаче, которая упала в руки. Пусть это ему будет во благо. Да. А нет такого, что там какой-то реванш или что-то? Или... Я сразу сказал насчет реванша. И ему сказал, и в интернете написал там. Ну, теоретически это возможно, да? Конечно. Я думаю, зрителям тоже будет интересно. Сам поединок же не скучный был. Не скучный, точно не скучный. Потому что, я, как бы не скажу, что я специалист по твоим боям, да, условно говоря, но я смотрю, думаю, что-то ты газуешь очень сильно. Или у тебя выносливости вагон дополнительно прибавился, или думаю, что ты прям как-то сильно газовать начал. Но видишь, я же эмоциональный фон не вижу твой. Что у тебя было до боя, что у тебя было во время боя. При том, что на спорт очень сильно влияет эмоциональное состояние. Это все я прекрасно знаю, хотя... Да, в принципе, не только на спорт, на жизнь. Вообще на жизнь, да. То есть ты можешь просто, вот, допустим, да, я вот в кадр захожу, да, какое-то событие происходит, и ты уже себя не так чувствуешь. Ринг, это вообще... Конечно, это спорт, доли секунды, ты не успеешь моргнуть, как может прилететь тебе что-то. Как говорится, не отворачивайтесь, пропустите самое интересное, да? Скажи, пожалуйста, ты знаешь, я вообще, честно говоря, очень оптимистично настроен насчет тебя, потому что я уверен, что поражение, оно сильно закаляет, и тут самое главное, знаешь, не надломиться, потому что с боксерами такое бывает, когда их деклассируют просто в боксе, да, и человек думает, вообще, что я здесь делаю? То есть человек вышел и показал такой бокс, который мне просто недостижим. То есть я не... Как вот Принц с Баррера же, легендарный этот бой, он же после этого завершил карьеру, хотя он шел там 30, у него 39 побед без поражений вообще. Что завершил, Принц или Баррера? Баррера деклассировал его просто. То есть таких боев, кстати, много. И тут самое главное, чтобы вот этот, знаешь, у тебя внутренний надлом не произошел. Нет, я не считаю, что там по поединку меня там уничтожали. Нет, под конец уронили. Там вообще не было... Там было достаточно... Там было спорно, да. То есть я смотрю, он попадает, ты попадаешь, то есть вы вот так вот идете ноздря в ноздрю, и тут получается такой момент, что ты просто чуть-чуть раньше начал, скажем так, давить. Мне кажется, немножко ты... Да, нужно было отпустить сразу, я вот с первых секунд начал. Ну, видишь, холодная голова. Вот нужно было просто немножко с холодной головой подойти к этому. Да, поэтому я говорю, что я сердцем боксировал, а не головой. А так, технически я там каких-то проблем не чувствовал. Просто мне, наверное, внутри меня хотелось его одолеть в его же стиле. Я понял. Ты хочешь со мной подраться? Ну, давай подеремся. Это как в UFC, да? Борец, когда нокаутирует руками, то есть это считается высшим пилотажем, когда он там какого-то панчера просто вырубает. В принципе, интересная мысль.
Ты знаешь, вот, по-моему, это Майк Тайсон сказал, по-моему, это он был, что его сын хотел тоже пойти профессионально заниматься боксом, и он сказал ему: ты недостаточно голодный, ты не как я. То есть, когда, говорит, я занимался, то есть у меня не было еды, у меня была мотивация. У тебя, говорит, все есть, тебе незачем драться. Вот тебе есть зачем драться? Какая твоя мотивация? У меня ничего нет. Мгм. Не, Аллаха шкур, у меня есть все, Да. Но своего ничего нет. но своего ничего нет. Ну, ты голодный Я вообще? я большой мечтатель с детства. Мгм. Мечтатель и фантазер. И, конечно, мне много чего еще нужно. Хотелось бы, по крайней мере, мне, как человеку, хотелось бы многого достичь. И я искренне верю, что бокс – это некая ступень в моей жизни, которую я должен пройти. Некий путь, некая ступень, после которой что-то будет дальше. Бокс же не всю жизнь. Да. Но если я этот отрезок своей жизни не пройду достойно или не залезу на эту ступень, то дальше неизвестно, что светит. Ну, в принципе, неизвестно, что светит. Слушай, ну, как бы... Поэтому, когда я что-то делаю, я стараюсь сделать это максимально качественно и доводить дело до конца. И вот бокс для меня то же самое. Мне есть что еще доказать самому себе. Мне есть еще чему учиться. Я многое еще не видал, поэтому и по сей день мне бокс нравится. Я люблю этот вид спорта. Каким бы он там жестоким, опасным. Ну, жестоким я его не считаю, но жестким. Ну, на некоторые поединки посмотришь, они там жестоко избивают друг друга. Ну, в принципе, да. Без пощады. В принципе, да. У меня чуть есть, что бокс – это спорт. Я если где-то даже на тренировках попал, вижу, что человеку не по себе от этого, то я не буду добивать. Ну, понятно. Я отойду. В ринге же... Ну, это если $1 миллион не стоит на кону. Ну, А в поединке там все меняется очень быстро. И я вот до того, как я зашел в ринг, я себя чувствовал спокойно. Я настраивался на поединок. Но когда вошел в ринг... А нельзя там какую-то ромашку купить успокоительное? Проводят эти тесты всякие на разные виды. Ну, то есть там, ты можешь там какое-то просто успокоительное выпить, чтобы просто... Перед поединком? Перед поединком. Ну, конкретно в этом поединке я мог выпить все, что угодно. Но я ничего не пил, не нюхал. Я понял. Я понял. Смотри, получается, что... Так, сейчас держал мысль, и она у меня ушла. Вот. Смотря за твоими поединками, я заметил такую штуку, что у тебя нету вот этой вот, знаешь, агрессии. Вот как вот у Тайсона была агрессия. Ну, я конечно, извиняюсь, что я тебя сравниваю. Вы правильно говорите. Но вот там Джон Джонсон, там, не знаю, вот в этом UFC, Тайсон, ну, они все как звери, понимаешь? Вот злость была. Кстати, хотя Тайсон написал книгу свою, автобиографию, и он сказал, что он офигеть как боялся перед каждым боем. У меня, говорит, коленки тряслись. И я, когда это прочитал, я, честно говоря, в шоке был. И очень многие, потому что, ну, ты посмотришь, там, 85-й год, он выходит, там, машина вот такая, шея, и ты думаешь, он сейчас просто съест этого человека. А он просто боялся, ну, как человек. Вот эта вот злость у тебя, она есть вообще? Ты готов вот выйти и порвать человека на ринге? Ну, признаюсь, у меня такой прям злости, агрессии нету. Я вообще с детства... Не любитель каких-то конфликтных ситуаций, драк. Приходилось драться, конечно, не раз. И дрался. Заднюю никогда не давал, никогда не жаловался. Но у самого же, я считаю, я достаточно спокойный, доброжелательный человек. И еще учитывая мою жизнь, этот крайний год сильно изменилась, то я стал еще более миролюбивым, мне кажется. Мне кажется, ну, видишь, просто, да. Жесткость какая-то, агрессия, она есть, но вот она была сейчас в поединке, да? Неправильно была выстроена. Поэтому нужно работать над этим. Все-таки контролировать, да? Агрессию. Контролировать, да, правильно ее контролировать. Потому что у меня либо я спокойный, либо я...
Ну, может, ты просто хотел как-то подавить человека? Я хотел психологически? его вообще по-всякому, Мгм. по-всякому хотел быть выше. Мгм. И я чувствовал во время поединка, что у меня это получается. Да, мне было непросто. Я чувствовал его удары, Ну, увесистые удары. ну, достаточно увесистые удары. Я там, в общем, он подготовился хорошо, и я ощущал, конечно, урон, но я не чувствовал, что я там проигрываю или то, что мне сложно, я не могу что-то сделать. То есть И- бессилия не чувствовал ты, Да, да? бессилия не чувствовал. И, кажется, если не ошибаюсь, в перерыве перед 5-м раундом Мгм. я сел в угол, сел на стул в углу, и мне тренер что-то говорит. Я говорю: тренер, все нормально, я его чувствую, сейчас пойдет моя работа. Мгм. Но хапнул удар. Да, ну, получилось так, да. Да, я хотел его по его же правилам его задавить и показать Мгм. что-то. Не, ну, как это что-то? Хотел просто красивую, яркую победу. Да. То есть, ну, ты же для этого пришел в бокс. Не так, чтобы там отбоксировал 15 раундов, как бы, да, и ушел там, и очки себе читают. И любой Конечно. боксер хочет яркую победу, как бы, да. И для меня в целом, я когда начал мечтать о профессиональном боксе, я смотрел «Царство небесное» ему. Владимир Генлин, кажется, сам такой очень известный в прошлом комментатор профессионального бокса. И он говорил, что ты можешь быть чемпионом мира, но если у тебя бокс неинтересный, незрелищный, то люди не будут на тебя ходить. 100%. То Это есть шоу, да, в первую очередь. Это шоу, как и любое другое. Концерты, там, театр или еще что-то. Я называю это бокс, я называю театр кулачного искусства. Мгм. Подходит. И как бы, чтобы зритель на тебя ходил, чтобы ты вообще, чтобы промоутеры проявляли какой-то интерес к твоей персоне, то ты должен показывать интересные поединки. И это для меня было важно. Вот. И было важно, чтобы отдаться полностью. Победа или поражение, отдаться полностью, чтобы после результата не было ни за что стыдно или там не коробило ничего. Ну, когда ты понимаешь, что ты сделал все, что мог, в принципе, от этого легче намного. Да. То есть ты отработал, все нормально. Да. Но видишь, получается, что если мы говорим про профессиональный бокс, имеется в виду, что по-любому у тебя есть амбиция, да, расти в этом плане, занимать высокие строчки рейтинга. И вообще у боксеров, у них же есть всякие промоутеры, люди, которые договариваются. Слушай, вот это же обычный рынок, получается, где ты просто должен очень выгодно продать. То Самого есть, себя. конечно. То есть смотри, вот, допустим, есть так и человек, есть. который знает, вот есть Артур Зиадинов, да, у него есть плюсы, есть минусы. У него там здесь это хорошо, здесь плохо. И он сидит и подбирает тебе противника. То есть это же нормально, это же норма. Ну, если команда продвигает тебя, если поединки Да. делают под тебя, если Да. тебя финансируют так, как надо, то да, так так это со всеми. Так со должно всеми, быть. Со всеми звездами, которых мы сегодня знаем, 95% из них росли правильно. А что нужно сделать, чтобы и у тебя такой рост был, правильный рост? Деньги. Это все деньги стоит, Это да? все деньги. Это бизнес. Чем больше вложишь в бизнес, тем выше шанс, что ты с этого что-то заработаешь, правильно? Мгм. Также и я конкретно как бизнес-проект. В меня сколько вложат, столько, возможно, и еще больше, может, получит. Мгм. Со мной же получается так, что у меня есть какое-то имя в мире бокса, опыт, рейтинг, рекорд. У тебя сейчас какой рейтинг? Есть там какое-то положение, место? Да, ну, BoxRec этот сайт, где все боксеры профессиональные и любители, все в одном сайте. Я сейчас там 120-й, кажется. Ну, это мировой рейтинг, да? Мировой рейтинг. Но он туда-сюда варьируется. Там ты можешь по факту значить больше, но в рейтинге можешь быть низким. Там, или наоборот. Мгм. А Как кто бы ты себя не особо что представляешь, но ты там на высоких. Ну, тебя правильно ведут, и ты повыше, да? Да. А в твоем дивизионе кто сейчас на топе? Чемпион мира – это Артур Бетербиев и Дмитрий Белов. Это в твоем этом? Да. Ну, серьезно, Они номер оппозиция. Ты в этот бой веришь, что он состоится? Да. Я должен был
поехать в Саудовскую Аравию к Бетербиеву на спарринге перед поединком с Дмитрием Биволом. Но Бетербиев получил травму, и за неделю до поездки отменилось это все. Ну, ты с ним общаешься? С Артуром, ну, не то, что мы так на телефоне с ним, но когда видимся, да, мы... Хорошо. А почему ты должен был, ну, как бы спарринг... Ну, потому что его тренер так решил. Вот так, и предложил мне, да. В его крайнем поединке я тоже был главным спарринг-партнером. 6 недель я отработал. Ну, это оплачивается? Да. А на кого ты ставишь? Кто победит? Честно, это очень такой непредсказуемый поединок, как и, в принципе, все, но... Ну, этот прям супер непредсказуемый. Этот супер непредсказуемый, потому что два действительно голодных, желающих победить в этом поединке. Опытные, техничные. Я их обоих знаю, я у них обоих был главным спарринг-партнером. Сложно что-то сказать. 50 на 50. Ну, может быть, 55 на Бетербиева я поставлю. Все-таки шальная может подскочить, да? Да, физика все-таки имеет значение. Когда ты технически боксируешь, ты можешь допустить ошибку. Не так, что-то руку где-то не дотянуть. А когда у тебя есть сила, когда ты можешь так ощутимо ударить, то это все меняет. Как вот Майк Тайсон сказал, у всех есть план на победу, пока не пропустят первый удар. Пока у него не попадут, да. Да, и при этом Артур совсем не глупый боксер. Ну, там, по-моему, не бывает на такой высоте глупых боксеров. Да, ну не просто там он силой берет, он подыскивает, он маневрирует, обманывает. Так что 55, я думаю, Бетербиев. Ты знаешь, мне кажется, этот бой не состоится, если честно. Потому что он как будто бы невыгоден вообще. Для кого? Да вообще. Для верхушки? Вот как будто это же шоу. То есть сейчас, ну не знаю, я, может, так глубоко не понимаю бокс, но мне кажется, что он просто не состоится. Сейчас Бетербиеву дадут кого-то, Биеву дадут кого-то, их разведут опять по разным этим путям. Ну, вы сказали невыгодно, но если так сверху посмотреть, с высоты тех людей, которые там сидят, да, то, в принципе, да, это не совсем правильный поединок. Ну, то есть есть риск, что кто-то надломится, там, ну, как-то испортится. Да. Зачем? Ну, как ни крути, есть организации, которые так или иначе стравливают обязательства, обязательства перед тобой. Это же, получается, у них сейчас мировой рейтинг, да? То есть они вообще доминация полнейшая у них. Полностью, да. Они все пояса, что есть, основные, они владеют. 2 человека ими владеют. У Бетербиева 3, у Бивола 2. Не один у Бивола? Вот, по-моему, в крайнем или предкрайнем поединке он какой-то еще Айбио самый последний из последних забрал. А бой должен был быть в Саудовской Аравии? Да, 1 июня у них должен был быть поединок. Не сложилось. Вроде так говорят, на осень вроде перенесли. Я так смотрю, Артур уже тренируется, так что вполне возможно. Я знаю, что Бетербиев очень хочет этого поединка. Зачем ему это? Потому что, насколько мне известно, насколько я это понимаю, его мотивируют титулы. Не деньги, не слава. Он хочет абсолютным стать. Он хочет абсолютным стать. Он уже столько лет в боксе, больше, чем я жил. Слушай, ему 37 лет, по-моему. 39. Ничего себе, он мой ровесник. Офигеть. Ему 39 лет, он в боксе, не знаю, лет с 9. То есть он 30 лет уже в боксе. И насколько я его знаю, то он не про деньги, не про славу, он про результаты. Ну, как будто бы уже пора. Все-таки он... Слушай, но все равно он же сейчас в этом возрасте хуже, чем был в 30 лет. Это же бокс все-таки математика. Ну, хуже или не хуже, я не скажу. Так, из того, что я видел, он еще многим молодым даст фору. Ну, так и есть. Физически он даст многим так и фору. есть. Так и есть. Да, интересно. Поэтому как что сложится, только один он знает. Да. Но вообще, вот смотря вот за этими крутыми поединками, да, ну это же тоже шоу, все это дело раскручивается. Есть понятие лагерь, вот как бы перед, как это называется, перед поединком? Тренировочный лагерь? Тренировочный лагерь, да. Вот сейчас у бойцов ММА, они все там в Таиланде любят собираться, там в Тайгер вот это вот, но... А у боксеров есть какая-то такая мекка тренировочная, куда там все титулованные бойцы съезжаются? Конкретно одного места нету, но мекка бокса — это Соединенные Штаты Америки.
Там все... Ну, там концентрация хороших боксеров. Ну и Там тренеров. основные деньги, там основные, да, тренера, как бы, и прочее. То есть это Соединенные Штаты. Но на сегодня именно шоу вечера бокса переходят в сторону Востока. Ну, арабы. Да, арабы. Деньгами потому что переводят. да. Потому что все остальные не хотят или не могут вкладывать, а арабы хотят. Им нужно... Они же для чего это делают? Для того, чтобы привлекать к себе внимание, Ну, чтобы люди приезжали конечно. и прочее, прочее. Там я вот слышал от одного человека, что он как раз был в Саудовской, имеет связи с с высокопоставленными людьми. И вот он сказал, они до 2030 года якобы еще намереваются вложить $7 миллиардов в профессиональный бокс. Только в бокс. Только в бокс это. Еще помимо этого сколько всего. Сколько каких мероприятий. Так что шоу именно переходит в Саудовскую Аравию. А там, где вот концентрация, там, где можно тренироваться, в один зал поехать, в другой зал. Ну, можно сказать, Мекка. Там с Всё-таки чемпионом. Там боксерская Мекка. Так и есть, так и Это есть. США. Всегда было, есть, и не знаю, будет, нет. А ты не тренировался вот в этих, знаешь, в фильмах показывают, там, нью-йоркских, там, каких-то легендарных клубах, там, где там Тайсон тренировался, там все такое зашарпанное, подшарпанное, такое, лампочка мигает, но, Пока еще не посчастливилось. но культовые места считаются. Да, пока еще не посчастливилось. Я тренировался только в Канаде. В Америку я так в гости ездил один раз. А почему не Америка? Канада же рядом. Ну, что почему? Почему я жил в Канаде? Как будто бы вот бокс, да, и как будто бы лучше быть ближе к великим, где все это дело, знаешь... Согласен, в Америке было бы лучше, если бы... Понимаете, в Америке перенасыщено все. Бойцов, промоутеров, всех много. Как бы за тебя там дрожать кто-то не будет. Красный океан, короче. Да. Там выплыл, не выплыл, ну и ничего страшного, другой придет. Конкретно я попал в Канаду по приглашению, так вот сложилось по воле судьбы, и я попал в Канаду. Канада уже ближе к Америке. Но чтобы на сегодняшний день жить, тренироваться в Америке, это нужно значительно, в 2 раза больше денег, чем я трачу Просто в Канаде. дороже, да? Да. Угу. Туда попасть нужно еще, тоже за это денежку нужно внести. На сегодняшний день у меня есть контракт с американским промоутером, но бумага есть, а толку нет. А что это контракт? Что это значит? Контракт у меня договоренность, что он должен мне делать поединки, будет платить такую-то сумму. То есть он, так скажем, взял ответственность за меня. А как это? Там же все серьезно. Если бумага есть, то как это не работает? Бумага это только для них работает, чтобы я никуда не сбежал. То есть ты, получается, не можешь с другими договариваться? Да. И вот даже предыдущий крайний поединок я боксировал, мне нужно было брать разрешение от своих промоутеров, что они не против, чтобы я боксировал в чужом промоушене, в другой стране, там, туда-сюда. Так что надо было разрешение спрашивать. Вот. А как это работает, если они тебе не платят, они ничего не делают, а ты как бы... Поэтому я и говорю, бумага только для них работает, чтобы я никуда не сбежал. А я требую, извини, сейчас куча отговорок. Ну, да, они умеют, знают. Слушай, ну вот когда мы говорим, что ты в чем-то профессионал, это значит, это твоя профессия, да? То есть ты, как по идее, зарабатываешь Погруженный деньги. в этом. Во-первых, ты, да, имеешь специализацию, имеешь какую-то экспертность в этом плане. Как вот я как-то прочитал, мне понравилась фраза, что профессия – это заговор посвященных. То есть кто в курсе, да, то есть он обретает профессию. Такой заговор, получается, людей. Но, условно говоря, если я специалист в чем-то, и другой специалист в чем-то, у нас с ним заговор. То есть мы уже знаем что-то больше, чем все остальные. А вот когда говоришь, что ты профессионал, это означает, что это средство твоего и заработка, и форма твоей жизни, да, существования. Вот, допустим, у тебя вот был там последний бой, да, к примеру. Это, как это происходит? Там что-то платят, не платят вообще? Как вот эти вот финансовые отношения? Я думаю, я так тут слышал, мне кажется, что многие думают, что я зарабатываю большие деньги с поединков, там, может, миллионы, там еще что-то. Ну, честно сказать, то, что я с бокса зарабатываю, это даже не 10-я часть того, что тратится.
намного больше расходов на подготовку, на жизнь, нежели то, что я получаю с поединка. То, что я вот получил с поединка, уже закончилось. Потому что надо было туда закрыть, тому с этим. Ну, то есть это платят какие-то деньги, да? Да, какие-то деньги, как договоришься. Просто получается же, ну, я почему-то спрашиваю, получается же, что ты, ну, во-первых, ты тренируешься, это какой-то путь. То есть это там, я на тебя подписан, я регулярно смотрю, там сторисы ты выкладываешь, да, то есть я вижу эту тяжелую работу, во-первых, да, и получается, что когда ты очень долго что-то делаешь, ну, ты должен получить какое-то вознаграждение, иначе это не работает. Бы, да. Ну, иначе это вообще, ну, плохо работает. Да, это на мотивацию тоже сказывается, на все это, да. Как ты потом себе будешь объяснять, зачем я это делаю, если там, ну, как бы там, не то, что я хочу? Ну, опять же, кто на что смотрит, кто из-за чего и для чего он находится там или еще где-то. Угу. Я в боксе не для денег. Деньги вообще это такая вещь, если ты любишь свое дело, чем ты занимаешься и делаешь это качественно, то деньги придут. Деньги такое. Но здесь, знаешь, есть такое понятие, как долгосрочная инвестиция. Ты когда что-то очень много делаешь, вот у нас похожая параллель, это вот наш тоже подкаст, который мы делаем, мы тоже не зарабатываем деньги. Вот. Мы просто делаем это, да. Завтра это... Ну, не то чтобы надежда, скажем так. Мы делаем что-то. Знаешь, как есть такое понятие, закон сохранения энергии. Ты когда что-то много энергии дал, то, ну, по-любому что-то должно вернуться. Обратка точно должна быть. Ну, как бы впустую она ничего не проходит. 100%. Я же вот чуть ранее сказал, бокс для меня это некая часть жизни, ступень, которую я должен пройти. Как оно будет, что оно будет, никто гарантий дать не может. Я просто делаю то, что я должен, максимум стараюсь сделать это качественно. А там как получается, так получается. Вот у меня есть такой результат. Я от этого результата шагаю дальше. Ну, ты же жизнь в любом случае не заканчивается. Да. Ну, ты же как бы все равно смотришь на перспективу, там, думаешь о чем-то, да? У тебя есть какой-то план «Б»? Ну, условно говоря, чем бы ты хотел заниматься там в 40 лет, к примеру? Ты же не будешь там до 60 лет боксировать, нет, условно конечно, говоря. Нет, конечно. Куда бы ты хотел направить свою вот эту энергию, свой опыт, возможно? Есть что-то, что ты хотел бы делать? Нет такого что-то одно конкретное, что я после бокса перейду на вот это. У меня есть мечты, желания, цели. Но как я до этого дойду, еще я не совсем понимаю. Не, ну, понимание это одно. То есть, смотри, знать, как это будет, сложно. Но знать, что будет, ну, проще же. То есть, вектор хотя бы куда? Хотя бы лежать в направлении в этом. То есть, ну, ты же... Ну, вот, у меня есть, что я хочу. А что ты хочешь? А какой дорогой я дойду? Вот так дойду или вот так дойду? Я и не знаю. А что ты хочешь? Ты можешь сказать? Я хочу иметь возможности, такие возможности, чтобы я мог обеспечивать себя, свою семью и делать много благих дел для окружающих меня людей. И неважно, это близкие мне люди или не близкие. А как это будет, что это будет, я не знаю. Пока не знаешь. Да. Но ты знаешь... У меня есть благие намерения. Вот я стремлюсь к ним. Каким путем я дойду, еще не понимаю. Ну, вообще, вот мое такое личное наблюдение, что люди из спорта, они всегда добиваются больше, чем люди не из спорта. Видать, вот эта дисциплина, она работает. Да. Спорт закаляет характер, и сталкиваясь с трудностями, спортсмен легче, мне кажется, по крайней мере, спортсмен легче может пройти это испытание. Ну, знаешь, есть такой интересный человек, Денис Семенихин, я не знаю, ты знаешь? Да, знаю. И он всегда говорит, что работа без сиюминутной выгоды, она в тебе закаляет такой вот, знаешь, кремень, что ты можешь, ну, представь, вот, ну, речь идет про спортзал, когда ты просто поднимаешь эти железяки нереальные, а ты же ничего не получаешь, да, тебе не платят деньги, ты не, да, то есть, да. И ты не видишь сразу результат. Не видишь результат сразу, да. И получается, что тебя это очень сильно закаляет. И я все время об этом думаю, что это на самом деле очень глубокая мысль. Конечно. То есть работать, ну, как знаешь,
как такая шутка была, что если ты хочешь деньги прямо сейчас, нужно идти в сапожники. То есть, ну, чтобы вот сделал, отдал, все, получил деньги. И вот эта вот способность работать на перспективу, то есть она тоже очень интересно работает. Конечно, и не каждый сможет с этим справиться, потому что много же людей хотят здесь и сейчас. Да. Те, кто занимается и зарабатывает, чтобы это было здесь и сейчас, перспективы не такие-то и большие. Они как бы, да, зарабатывают там 100 рублей, и они так и будут зарабатывать 100 рублей на долгий период времени. Ну, 100 рублей тоже нормально. Ну, в любом случае, деньги – это деньги. У нас просто здесь есть очень много интересных вопросов. Все-таки, знаешь, мне кажется, что бокс и вообще спорт какая-то новая волна пошла. Да, мода. Я так... Мода даже, да. Даже вот у нас в микрорайоне появился тоже спортивный такой комплекс небольшой, там дети туда с удовольствием ходят, да. У нас тоже вот сын на бокс ходит. Да. Ну, мы скажем так, у нас пока только путь, у нас нет никаких целей, но вообще. И самое вот, оно же действительно важное, это путь. Вот я раньше не понимал этой цитаты. Это очень глубокая цитата. Главное не победа, а участие. Вот я ее не понимал, а сейчас я как-то ее, мне кажется, понимаю. Так, вопрос. А как можно совмещать личную жизнь и спорт? Все-таки у тебя спорт профессиональный. Он крайне сложно. Давай развернутый ответ. Но если ты хочешь получить хороший результат от того, чем ты занимаешься, то ты должен максимально свое время, внимание, полностью себя отдаваться тому делу, чем ты занимаешься. Действительно, ты же не можешь на одном стуле на двух стульях одновременно усидеться. То так Думаешь, или иначе, нельзя? то так или иначе оно не будет таким качественным. Слушай, а разве... Дерево растет на одном месте. Это правда, если это не вишни, конечно. Слушай, а неужели ты думаешь, что семья все-таки отвлекает? Не, я не сказал, что она отвлекает. Ну, я так подумал. Я сказал, что если ты хочешь от чего-то что-то получить, то ты должен на это целенаправленно сконцентрироваться, максимум усилий приложить. Семья, она же может, по-разному на всех сыграть. Это правда. Это правда. Ну, ты же знаешь, родители и жену не выбирают. Ты в курсе, да? Жену тоже не выбирают? Нет, конечно. Просто по рынку идешь, тебе говорят: иди сюда, как тебя зовут? Все, поехал. Все, ты приплыл. Так, вот здесь у нас одна мамочка, видать, это наш подписчик, она очень активна. Она спрашивает, вот не травмоопасен ли бокс вообще? Не опасен ли он тут заниматься боксом? Вообще как со здоровьем в этом плане? Аллах шкур, у меня лично со здоровьем все замечательно. Без травм, без ничего. Нос не сломанный ни разу. Голова не выключалась. Даже в крайнем поединке, да, у меня ноги не сдержали, но голова свет не выключили. Я сразу встал, был в порядке. Травмоопасный или нет? Очень травмоопасный. В ринге умирают люди. Что еще добавить? Я знаешь, вот что касается, я так был удивлен, оказывается, после каждого поединка, когда вот топовые, они сразу в больницу едут. Ну, на обследование. Да, и некоторые неделю лежат, там, как бы восстановительный период. Ну, если жестко они там провели поединок, то да. Ну, это вот правильно. Я так удивился, и оказывается, что люди вот подрались хорошенько, и едут не шампанское пить, условно говоря, да, едут в больницу, там их подключают, они под капельницами лежат, их там все мерят, все анализы сбирают. Не все. Ну, часто. Да. Часто. Все. Ну, и, конечно, если ты не этот... Зависит от результата. Да. От результата поединков. Да, ну, это вот к слову о травмоопасности. Да, это правильно. Если есть такая возможность, то да, это правильно. Да. Но видишь, вот тут и такой смежный получается вопрос. Со скольки лет нужно отдавать на бокс? Я считаю, на бокс нужно отдавать ребенка, когда он уже более-менее осмысливает, кто он, что он, куда он, что он хочет. Ну, некоторые в 40 это не понимают. Что ты имеешь в виду? Не так, чтобы его заставляли там или вели на тренировку, а куда я иду, что я там буду делать.
Бокс все-таки это определенные комбинации, это шахматная игра тоже. Это не тупо поднял руки и там у кого голова крепче, как у меня в прошлом бою. Вот надо мой бой показывать, как не нужно делать. Это мысли, это проецирование себя в ринге. Это то, как ты себя поставишь, как ты смотришь на человека. И это должен понимать боксер. Молодой, пусть даже. И я примерно представляю это где-то лет в 12. 12 лет. есть, Не поздно? Нет, я думаю, нет. Угу. Конечно, если он совсем до 12 ничего не делал, то, может, ему сложноватее будет. Но 12 лет, я считаю, ребенок уже более такой здравомыслящий. Угу. И к тому же, все-таки это бокс, это про удары по голове. Ну да. И в 12 лет мозг уже более-менее сформированный. Просто видишь, многие же из-за этого боятся. Хотя я знаю, что на борьбе похуже бывает, у всех спины. Вообще по-разному у всех бывает. И очень, наверное, самое главное, это какой тренер. Может, ты можешь ребенка в боксе в 6 лет отдать, и в 5 лет, не знаю. Но что они там будут делать? Бить друг друга или там играть с какими-то намеками о боксе? А как понять? Просто школу там какую-то давать. Как понять, что тренер хороший или нет? Ну, нужно родителю следить Следить за тем, как растет его ребенок. Там или в детском саду он, или... Не-не-не, или вот на я имею в виду, секции вот ты отвел его на секцию бокса, ну ты же Да, не будешь сиди, там смотри. сидеть? Прям сидеть смотреть? Почему нет? Это твой ребенок. Ты думаешь? Конечно. Разве вам не интересно посмотреть, как ваш Ну, ребенок? дело не в том, что интересно. тренируется? Просто получается, что ты же как будто бы влияешь на своего ребенка. Он вроде как работать должен, а ты там сидишь как этот, ну, как нянька получается. Ну, опять же, ты можешь сидеть и там ему водичку подавать, тряпочку подавать. Ой, Балачеван, там, ой, не сильно тебя побили, там еще что-то. Или просто в уголке сидишь спокойно и к себе пришел, ко мне придет вот сын, например, плачет. Я говорю, давай, не плачь, иди тренируйся. То есть это... Зато ребенок понимает, что за ним кто-то стоит. Поддержка, да? Поддержка есть. То есть тренер может и не быть этой поддержкой, да? От тренера может он не получить ее, потому что детей много, тренер один. Это в начале пути. Да, да. Ну, чтобы ребенок освоился, осознал, что он делает, где он находится, для чего он это вообще. Так, вот тут вот есть такой вопрос, но он такой более профессиональный. Как вы справляетесь с психологическим давлением перед боем? Ну, я, наверное, немножко расширю этот вопрос. Имеется в виду, наверное, что вот знаешь, такое вот похожее чувство, ну, не похожее чувство, а что-то, наверное, общее в этом есть. Вот когда есть какая-то важная дата, а все-таки драка, извини меня, на публике это важная дата. И вот когда есть важная дата, и по мере приближения к ней ты чувствуешь нарастание какого-то внутреннего давления, у тебя какой-то ком, тебя сдавливает, ты не похож на себя, там меньше много шутишь, чего. Много чего. Вот как ты с этим психологическим давлением справляешься? Ну вот перед тем, как выйти на бой. Молитвой. Все, что я делаю, я только молюсь. Ну, это какое-то направлено или просто? Нет, ну вот молюсь и принимаю. Альхамдулилля за все, что есть, и за все, чего нет. Поистине Аллах знает, лучше Аллах знает больше, и Он лучший из планирующих. И все. То есть ты, получается... В религии сказано, не бойтесь и не печальтесь, ибо Всевышний с вами. Вот и все. Я тренируюсь уже столько времени. Вообще в целом тренируется человек. Да. Для чего ты тренируешься? Окей. Вот дата поединка. Все, тебе надо выйти сделать. Надо, значит надо. Вот так. Конечно, есть и страх, волнение, там, переживание, что ты проиграешь, может не так что-то пойти, еще что-то. Совсем не угонишься за этими мыслями. Поэтому бисмилля. Да. А ты чувствуешь вот это вот, я немножко от себя еще вопрос задам, ты чувствуешь вот это вот, ну, давление от ближайших родственников, то есть кто тебя знает, там, ну, вот ближайших твоих. Если обращать на это внимание, я чувствую все. Ощущаю все, давление. Ну, ты же хочешь как-то, ты же оправдать хочешь как-то надежду. Приехали люди с Крыма, на машине ехали,
с других городов приехали, вот конкретно за крайний поединок. Конечно, ответственность чувствуется, телевидение, там, учитывая обстоятельства, перспективы после победы там, и прочее, прочее. Конечно, это все ощущается, конечно, это все есть. Но если ты будешь смотреть направо, то ты и будешь видеть, что находится направо. Если ты смотришь налево, ты и видишь, что находится налево. Я стараюсь смотреть прямо. Отбрасывать все это и идти прямо. Вот так. Потому что, ну, это большая трата энергии. Ну, конечно. Вообще? В целом настраиваться конкретно на поединок. А если еще думать о чем-то прочем, да, я думаю, но я стараюсь, я по сей день учусь абстрагироваться, учусь, если я что-то начинаю думать, то отбросить эту мысль. Кто-то вот подумал о чем-то и сидит и размышляет, там, а может я вот так сделал, может я вот так сделал. Я же нет, я подумал, не думай так. Так, тут еще вот такой интересный вопрос есть. Как вы восстанавливаетесь после боев? Вообще вот. Ничего не делаю, бездельник. Ну, то есть смотри, давай так, чтобы, ну, у нас, в принципе, люди все ничего не делают, да? Бездельничаю, ем самсу. Тандырный, да, желательно? Да. Смотри, вот, допустим, у тебя, условно говоря, вот, скажем так, можешь на своем примере, можешь, в принципе, как у профессионалов, да, происходит. Вот, к примеру, есть дата боя. За какой период начинается подготовка? Вот в среднем, давай так. Можешь не про себя говорить, а вообще в среднем. Есть как по-хорошему должно происходить. Есть ну, как... по классике. Давай, как книжка пишет. Вот как по книжке ты должен хотя бы где-то за 2 месяца до поединка начать тренировки. Усиленные. Ну, если ты при этом там в периоде там что-то делал, играл там или еще что-нибудь. Примерно играл там футбол, играл, теннис, баскетбол. Активность была. Да, какой-то активный отдых до этого было. Вот 2 месяца. Ты начинаешь... Ну, это так, по стандарту. Можно и 3 месяца взять. Если 3 месяца, то там первый этап подготовки это какие-то... Можно в горах провести, потом вниз спуститься, там железками поработать, и потом спарринги. Но в среднем это 2 месяца, когда... Там, так скажем, первый месяц ты работаешь с железом, бьешь мешки, такую грубую силу накапливаешь. Мощно. Да, последний месяц до поединка, то ты спаррингуешь, то есть это тренировочные поединки, там они на максимум тоже по возможности бьешь, там все, но перчатки большие, шлем на голове. И работа более специфическая там, с тем же железом. Вот, в общем, в среднем 2 месяца. 2 месяца, и потом, допустим, после боя, независимо от результата, сколько человек отдыхает вообще? Кому как. Ну, для тебя отдых – это что? Это просто физически ничего не делать? Для меня отдых – это не думать. Не думать, что мне нужно сегодня встать, пойти туда. Я понял. Потому что я, когда тренируюсь, когда я в процессе тренировок, то у меня все должно, вот у меня весь день подстраивается под тренировку. Выходные подстраиваются под тренировки. Потому что я 6 дней в неделю тренируюсь, мне же восстанавливаться надо в середине недели, чтобы... Да. Например, у меня... Вот так я готовлюсь. Понедельник, вторник 2 тренировки, среда 1 тренировка. Четверг, пятница 2 тренировки, суббота 1 тренировка. В среду 1 тренировки в день? Да. В среду 1 тренировка, утром сделал тренировку, вторую половину дня я должен восстановиться, пойти там на массаж или сам как-то растяжку сделать, или еще что-то, или в баню пойти. Потом у меня 2 по 2. 2 дня по 2 тренировки каждый день. Потом в субботу. Суббота 1 тренировка, в воскресенье полностью отдых. Я тоже должен правильно там все сделать. Но ты же себя лучше знаешь, вот ты должен себя настроить. По своим ощущениям. Да. Подготовиться к новой рабочей неделе. Если упустишь этот момент, то следующая рабочая неделя пойдет на спад. Опять пропустишь, еще больше на спад. Проседать начнешь, да? Поэтому, когда я готовлюсь, мои друзья знают, что я недоступен. Режим робот, да. Все, меня не трогают. Но с таким режимом у тебя вообще друзья есть такие вот прям, которые сказать, это вот мой друг? Да. Аллах шкур. То есть они не теряются, да? То есть они знают, что... У меня есть близкий друг, Свят Богданов. Мы с ним знакомы с 7 класса. Мы с ним одноклассники с 7 класса по 11. Крымский он? Он из Крыма, да, но сегодня он уже вот как 2 года живет в Чикаго.
То есть это, получается, вы изначально со школы, потом и по боксу Да, пошли, да, тоже? с Узбекистана у меня есть друг, с кем я знаком с 9 лет. М. И по сей день, Аллаху шукр, так получается, что я с кем-то знакомлюсь. Постоянно с кем-то Ну, знакомлюсь. у тебя здорово. такая работа, ты постоянно Да, должен с кем-то знакомиться. Так, есть. Смотри, вот здесь есть вопрос связан про шлемы, про защитную амуницию. Но есть такое наблюдение, что не все одевают, ну, как дети, когда тренируются, не все одевают защитную амуницию. Вообще нужно одевать защитную амуницию? Там шлем имеется в виду? Мой первый тренер Лапин Сергей Юрьевич всегда говорил, руку можно набить, а голову набить нельзя. Голова не набивается, а голова разбивается. Угу. Можно руку, без руки можно жить, можно руку другую поставить, там, механическую какую-то, а голову поменять нельзя. Поэтому голову нужно беречь. Голова – это самое главное. Шлем одевать обязательно. Да. А Потому что что делать? шлем смягчает силу удара, которая приходит в голову, в ту или иную часть головы. А что делать, если сам тренер как бы не следит за этим? То есть он допускает, что без шлемов занимается? Ну, во-первых, это минус тренеру, Угу. а во-вторых, никто за тебя не будет и не должен думать. Ты сам должен думать о себе. Угу. Ну, Если ты сам не можешь, то твои близкие должны. как будто бы Родители. разумно, но если ребенок там ходит, ему 10 лет, он же не понимает этого всего. Но это тренер, поэтому я и говорю, что очень важно, какой у тебя тренер, как он будет тренировать. Можно и с 5-6 лет отдать на бокс, но что он там будет делать? Угу. Можно и в 12 пойти, и что он там будет Да, делать. да. Поэтому тренер же он локомотив, который ведет за собой группу людей. Угу. И нужно учитывать их возрастные категории. Нужно понимать, что они могут понимать, что они могут понимать, а что они могут, нужно объяснить, показать. Если забывают, нужно напоминать. Да. Вот, кстати, насчет возрастных, ты хорошо тему затронул. Как раз-таки это наша проблема. У нас, получается, немного кто ходит на бокс, и разные группы возрастные. И получается, допустим, вот нашему сыну, там, сколько нам нашему сыну лет? 10 лет? Машалла. Ну, просто жена это ведет энциклопедию. Вот ему 10 лет, к примеру, да, и там есть кто там 7 лет, есть там 15-летние, есть там 18-летние. И он часто говорит, что вот меня поставили в спарринг там с 15-летним. Ну, я как родитель думаю, ну это же, как бы, может, неправильно. Все-таки разница-то колоссальная. В этом возрасте вообще каждый год это принципиальная Чувствительно, разница. да. Чувствительно. До 18 лет, поэтому Да. даже до 22 лет в боксе есть возрастные ограничения, категории. Да. Там 13-14, 15-16, 16-17, 17-18 Да. лет, и потом 18-22. И потом уже все. И потом уже вообще, да. Ну, вообще после 18 там уже особо нету. Не особо, а там нет ограничений. Просто есть еще отдельная возрастная группа, где ты можешь еще участвовать, но при этом ты можешь и в абсолютной возрастной категории участвовать. Да, это чувствуется, в детском возрасте чувствуется очень возраст, потому что разное развитие у них. Но что младший стоит со старшим, это неплохо, я считаю. Я вообще с 15 лет по своему желанию напросился у тренера, чтобы с 15 или 16 лет перешел в старшую группу, где вообще мужики. Я с ними там слез, кровь. Но ты растешь, ты становишься лучше только с теми, кто лучше тебя. Ну, в шахматах точно это работает, ну а в боксе? Так же. Просто, морально даже. Вот морально да. Морально да. 10-летний с 15-летним хорошо там поработал, даже если... Но это здесь, опять же, тренер должен грамотно сделать. Должен наблюдать за этим, следить за этим. Он должен предупредить ребенка постарше, чтобы он был не в полную силу поаккуратнее. выпил, да. Чтобы он был поаккуратнее. А младшему объяснить, что он должен быть повнимательней. Потому что если он пропустит, это будет для него более чувствительно, чем от своего ровесника. И если это все учитывать, то и наоборот нужно. Так, есть, принимается. Это вопрос больше от меня, потому что у нас такая проблема. А вот тут спрашивает одна женщина, у нас в основном женщины, почему мужики все отдыхают. Спрашивает Мужчины такой вопрос. слушатели. Да, они просто общие аккаунты, они потом загинутся, почитают.
Вот тут такой вопрос. Допустим, если сегодня своего ребенка отдавать в профессиональный спорт. Вот, к примеру, да, вот ребенок подает какие-то результаты. Его тренер говорит, Надежды что... подает. Да, надежды. Тренер говорит, что есть потенциал, родители говорят, ну все, хорошо, можно пробовать. Вот чтобы пойти по профессиональному пути, можно ли понять вообще, сколько это денег стоит? Там амуниция, может быть, тренировки. Вот вообще есть какое-то понимание? Или это вообще у всех по-разному? У всех по-разному, и нужно понимать, что это постоянные вложения. Ну, это нормально. Постоянные, не какая-то определенная. Постоянно сумма. увеличивающиеся вложения или постоянные? Скорее всего, увеличиваются до какого-то момента. Угу. Ты для начала, что боксеру надо? Мои первые перчатки стоили 96 Гривен. гривен еще, да. На сегодняшний день они стоят значительно дороже. А сколько стоят твои перчатки? На сегодняшний день $200-300. Это Everlast у тебя перчатки или какие? Нет. Что-то я не помню. Rival есть. Ну, разные компании есть. Ну, когда ты уже много чего перепробовал, когда ты уже профессионал своего дела, для тебя есть разница. Те или иные Лучше, перчатки. конечно. Ощущаешь, чуть-чуть рука не доворачивается, чуть-чуть так плотнее заходит или свободнее заходит. Это все учитывать нужно. Поэтому конкретную сумму не знаю, даже можно ли так предположить, какую будешь. Но есть определенные вещи, которые вот необходимы там. Да, база. Вот, База. база. Что это нужно? Всем нам или всем Ну, вот, спортсменам, допустим, или мне конкретно? Семья, да, у них ребенок там, ну, условно говоря, 12 лет. Так. Все, вот он хорошо боксирует, первые медали берет, теперь нужно его Продвигать. в профессионалы, да, ну, Хорошо. готовить для профессионалов. Вот. Еще в юности мне сказали старшие по залу, если хочешь быть чемпионом, будь чемпионом. Да. Живи как чемпион, Да. думай как чемпион. Да, логично. Делай все как чемпион. И мне это так засело. А что это значит чемпионом? Это значит, в первую очередь, как ты к чему-либо относишься. Это в первую очередь от ребенка. Ты взял там бинты, бамбум, в сумку забил, вещи прибежал. Отношение к делу. Да, прибежал на тренировку, бах-бух, что-то размялся. Как у тебя это? Не то. Ты должен настроиться, по крайней мере, это мое мнение. Ты должен настроиться, прийти, как бы аккуратно все начать, осознанно начать это все делать. Потом ребенок физически утруждается. Ему, значит, нужно восстановление, правильно? Учитывая его возраст, учитывая его характеристику, черты характера, что он любит, что он не любит, что ему нравится, не нравится. Какие медикаменты нужны, потому что большой спорт – это вообще не про здоровье. Ты только отдаешь со своего организма. А что за медикаменты? Ну, допустим, когда человек много тренируется, он много потеет, правильно? Когда он потеет, с потом уходит много микроэлементов. Электролиты нужны? Электролиты для сердца, печень нет чистить, суставы поддерживать в рабочем состоянии. То есть медицинскую часть. То есть, получается, ты на износ работаешь, правильно? Конечно. На износ организма. Профессиональный спорт – это только на износ. Ты не добьешься никакого результата, если ты не будешь себя перебаривать. Профессиональный спорт, когда ты готовишься к соревнованию, вот я конкретно 2 тренировки в день, когда то ты утром себя должен заставить, да, там, перешагивать через себя, еще и вечером у тебя есть тренировка. И так каждый день. Но вообще есть таблетки, которые пьют, чтобы чаще тренироваться. Чтобы не было много чего есть, но, опять же, во всем есть свои плюсы и минусы. Да, есть допинг-препараты, которые запрещены официально в комиссии в антидопинговой комиссии спорта. Да, они помогают. Основная задача у всех допингов, то есть запретных веществ в спорте, основная задача – это быстрее восстановить спортсмена. Он хорошенько потренировался, принял то, что ему надо, или до этого принимал, не знаю, или, скорее всего, принимает в течение какого-то времени, то он там ничего не принимая, ему нужно 1-2 дня восстановиться, а так он за 12 часов поспал, позавтракал и пошел опять пахать. Да. То есть суть допинга в этом, да, заключается? В этом допинг, да. Суть в этом основная. Ну, ты убил мышцу, тебе не нужно 2-3 дня ждать, чтобы она полностью восстановилась, чтобы ты качественно опять так же поднял. Да. Тебе нужно значительно меньше времени, и ты опять ее так же убил. Опять быстро восстановил, опять, то есть и рост будет лучше.
В общем, для начала, чтобы что-то получить, какой-то результат от ребенка, если вы там отдали его на профессиональный спорт, нужно посмотреть предположительно подальше, докуда он может дойти или куда он стремится. И нужно это разобрать. Да. Что для этого нужно? Чтобы вот здесь быть, так, нужно это. Ну, как в поход, условно говоря. Да, Ты идешь, да. все берешь с Так, собой. нужен хороший тренер, там нужен психолог, может там диетолог нужен, массажист нужен, еще что-то. И вот подбирается, ингредиенты подбираются. При том, что это вообще без надежды на какой-то стопроцентный результат. Никто 100% не дает. Ты можешь максимум стараться из себя выжимать все, но только он знает, как будет и что будет. Получается, ну, Никто гарантии. ты знаешь, я... Вероятность того, что ты к этому придешь, к чему стремишься, возрастает, Да. но гарантию никто не Да, даст. шансы ты повышаешь. Да. Ты знаешь, я вот об этом очень часто в детстве задумывался. Ну, у меня отец как бы бокс смотрел. Еще, знаешь, одно время по 1+1 было вот эти вот бои легендарные, там где-нибудь в воскресенье в 3 часа ночи. И я все время думаю, вот получается, что вот этот один боксер, но это же не командный вид спорта. То есть один боксер залазит на Олимп, а все внизу. Вот сколько тысяч боксеров, получается, ну, они не его дело. То есть они ничего не добиваются, таких высот не добивают. Как и в любом другом спорте. То да. есть, ну, получается, что, ну, те же волейболисты, там, футболисты могут в составе команды достичь, да, каких-то медалей, там, получить что-то серьезное. А тут ты один. Мгм. Ты проиграл, ты супер молодец. Ты, в смысле, наоборот, да, ты проиграл, все, это ты виноват. Ты победил, вокруг тебя люди, вот, ты молодец, там, что-то там тебя хвалят, что-то. И как будто бы вот в этом плане очень большая нагрузка, да, идет. То есть ты, получается, столько усилий тратишь, и ты не знаешь, как что будет дальше. Ну, в бизнесе же проще. Лям вложил, 2 вытащил, да? А где гарантия, что ты вложишь? Гарантии тоже мало. Где гарантия, что ты вложишь миллион, и то дело не прогорит или еще Не, что-то? это да. Ну, Так я же и просто спорт. в шутку сказал. Просто, да. Так же и спорт. Да. Просто нужно еще физически вкладываться в это. Так, Нужно верить и работать, вот и все. Да. Вера и труд все перетрут. Вот с этими мыслями, это мой первый тренер всегда говорил, вера и труд все перетрут. Если ты не веришь, то не нужно вообще не начинать ничего. Слушай, а ты вот про Лапина сказал, это же легендарный человек, да? Да, А он живой сейчас? да, Лаша. А почему у тебя нет такой возможности, к примеру, приехать к нему и сказать, слушай, там, ну вот, слушай, вот мой бой, скажи, что ты думаешь? Вот, Почему? да, У меня есть такая возможность? конечно. А ты ездил? По сей день у меня поддерживаю отношения. Это же круто, то есть, чтобы человек тебе с огромным опытом сказал, Артур, ты вот во втором раунде вот так, хотя ты сам это, может быть, знаешь, но когда тебе человек послушать опытный мнение говорит, слушай, ну, виднее же со стороны, слушай, ты вот здесь вот так сделал, вот так. Вот ты пользуешься этим, ну, этой возможностью? Честно сказать, нет. Почему? Ну, во-первых, Неудобно? даже неудобно, но, не знаю, может, какие-то устаканившиеся какие-то мнения мои, во-первых. Во-вторых, он тренер любительского бокса. Конечно, это и то бокс, конечно, он многое разбирается. Но любитель означает, что очень любит. Значительно больше меня он разбирается в боксе, учитывая его опыт и года его. Но стиль бокса другой. Любительский бокс от профессионального бокса отличается так же, как отличается легкая атлетика, где спринт и марафон. Профессиональный бокс – это марафон. Любительский – это спринт. Спринтер не может пробежать марафон, марафонец не может спринт пробежать хорошо. Ну, пробежит, но плохо. Ну, да, не результативно. Да. Мы же про результат говорим. То есть это разные идеологии, по сути, да? Да, разное строение мышления. Угу. Вот так. Понял, принимается. Так, ну вот здесь у нас наконец-таки появился мужчина, который спрашивает, вот какие вы цели ставите перед собой в боксе? Моя самая большая цель – стать боксером pound for pound.
Что это значит? Боксер pound for pound – это вне зависимо от весовой категории, то есть все боксеры, что есть, там, кто боксирует в 40 килограмм, допустим, или кто... Ты абсолютная категория, Миша, или что это? Нет, не категория. Кто боксирует в самых маленьких весах или кто даже самых больших, неважно в какой весовой категории, есть все боксеры, допустим, 10 тысяч боксеров в мире. Угу. Из них быть в десятке лучших. То есть вообще? Вообще среди 10 тысяч боксеров, образно говоря, быть в десятке лучших. Да. И такой список существует. Он называется pound for pound. Вот. Я слышал, но вот точно не понимал, что это значит. Быть в десятке среди всех боксеров. Именно десятка, да? Да. Угу. А он двигается, этот список, или есть какой-то зал славы какой-то есть? Имена боксеров меняются в этом, да. Угу. То есть ты можешь быть чемпионом, десятка лучших. Что еще сказать? Среди всех, кто есть. Да, да. Как бы есть вот сборная команды. Есть там боксеры, кто чемпионы, первые номера, есть вторые номера, там и третьих номеров еще больше, четвертых, пятых, шестых и прочих еще больше. А вот быть первым в этой десятке, в первом составе. Да, я понимаю. Это круто. Я понимаю. Так, есть, считается. Так. В боксе вообще в целом меня изначально, вот я вспоминаю, мне нравилось, меня привлекало, меня интересовало, как сказать, авторитет, наверное, авторитет самого боксера. Чтобы о боксере сказали, вот обо мне. Там кто-то, два человека о боксе говорят, и кто-то вспомнил Зияддинова. Зияддинов Артур. Зияддинов, да, хороший боксер. Да, там о каких-то его хороших. А не так, чтобы Зияддинов, Ну, это важно. Вот Слушай, это для меня важно. Это важно. А какой последний, один из последних боев ты посмотрел сам? Ты, наверное, интересуешься боксом, не только что ты за собой следишь? В основном, за кем-то что-то смотришь, да? Вот какой бой ты последний запомнил, который тебе понравился? Александр Усик, Тайсон Фьюри. Ты ставил на Усика? Как ставил? Фактически? Нет, я против ставок вообще осуждаю. Я тоже. Вообще, ты думал, кто победит? Я, честно говоря, вообще не верил, что Усик победит. Я верил в то, что Усик победит. Я вообще не думал, что он победит. В его победу. Я предполагал, но, естественно, не давал гарантий. Потому что это я даже бой не смог посмотреть, понимаешь? Я настолько, боялся, что ли, за него. Я не знаю, я уверен был, что он не победит. Не знаю почему. Потому что, Тайсон Фьюри все-таки тоже ворочек и огромный. Блин. Да, он большой. Это два крутейших боксера в своей весовой категории встретились. Но так как я был знаком с ним лично, с Усиком, у нас с ним один тренер, я не раз тренировался с ним. Я знаю немножко его менталитет, как он готовится. Поэтому я верил в то, что он может выиграть. Как профессионал, оценивая возможности, технические возможности того и другого боксера, характер, как выступали в предыдущих поединках. Учитывая все это, я верил в то, что Усик может выиграть. Да, понятно, но вот лично я очень сомневался. Хотя, конечно... это опять же, почему? Потому что внешние факторы, габариты. Да. Все-таки я же не так глубоко в боксе. В маленького сложнее попасть, он быстрее двигается, он пам-пам-пам-пам, совсюду бьет тебя, и ты должен... Ты же эту большую тело свое должен передвигать, бить. А ты считаешь, что у него украли нокаут? У Усика? Да. Да нет. Он же его избивал конкретно, и там не остановили, там просто считать начали. Правильно. Слушай, я не один поединок видел, я видел много поединков, и так всегда останавливали бой, когда такое избиение шло. Да. Там никто не отчитывал никогда. Просто останавливали бой. Потому что, когда ты потихоньку начинаешь разбирать боксера, ты его постоянно бьешь, ты его не... Вот Тайсон славился одним ударом, ударил и уронил там, или Кличко. Да. А Усик же, он изматывает боксера. Да. Боксер, оппонент начинает быть неуверенным, начинает не верить в самого себя, не верить в свою победу. Попасть и это видно по спортсмену. Примерно этого же я хотел в своем крайнем поединке.
Но это действительно чувствуется. И я в своем поединке даже чувствовал, что вот моя работа пошла. Усик же не вкладывается. Когда ты, чтобы вложиться, нужно приостановиться, нужно зафиксироваться, напрячься. У Усика же грамотно все работает, что он работает головой, боксирует головой и разбирает своего соперника. Соперник перестает так часто бить и прочее. И как в вязке, да, как в болоте вязи. Да, он начинает потухать. Он, в боксе говорят, попадает в глубокие воды. Он начинает там, тонуть. Похоже. А рефери-то это... Я был рефери на поединках не раз. И там, когда рефери ты видишь, это все чувствуется тоже. Третий человек в ринге. Который... Ну да, все-таки это непосредственно же там. И понимаешь, есть смысл или нет смысла продолжать поединок. Там ты видишь, там боксер один другого бьет, избивает, тот ничего не отвечает. Там есть правило 10, по-моему, секунд. Если ничего не отвечаешь, останавливают, считать начинают. Разве? По-моему, безответку останавливают бой, когда безответка идет. Не, ну если вообще, если там с нокдауном, если уже вообще избивают, забивают, когда, вот тогда останавливают. Да, стоп, хватит этого избиения. Да, уже когда угроза здоровью идет. Да, а если там, то видит, что второй боксер, который пропускает удары, он что-то пытается где-то, то это даже отсчитывать не начнет. То есть потенциал есть? Там даже рефери, представим, здесь стоит боксер, избивает, который здесь находится, рефери подойдет, скажет, покажи мне что-нибудь, дай мне что-нибудь. Да. Если этот боксер ничего не показывает, то он может как бы в глухом, в стоячем нокдауне оказаться. И тогда останавливают и начинают считать. Угу. А если же вообще избивают, там видно разница. Согласен. Когда вообще избивают и понимают, что шансов нету, если даже я ему сейчас дам время 10 секунд восстановиться, и ничего не изменится, а возможно еще будет хуже, потому что ты на этого смотришь, он весь побитый такой, потухший, а там машину готова добить его. Да. То ты понимаешь, что лучше не надо. Просто знаешь, когда он повис на этих канвасах, на канатах. Да, на канатах повис, я подумал, что он просто разбит. А вот сейчас ты мне, в принципе, объяснил, что действительно рефери это знает, что ему это... Тем более это Тайсон Фьюри, тот человек, который очень падал. После Уайлдера, да? Он как встал, я вообще в шоке был, да. Поэтому его болтануло, качало его, шатало его. Но по факту он же не упал. Но плюс и огромные деньги тоже на кону. Его за остановку боя могут потом так наказать, условно говоря. Не, это там результат. Там главная задача у рефери сохранить здоровье спортсмена. Это в первую очередь. И бывает, там, может, доплатили ему или еще что-то, он там не дает добить. Все-таки, да. Еще что-то. Все равно есть это. Какие-то чуть-чуть там есть. Подводные камни. Течения есть. Бывают, по крайней мере. Всего не узнаешь. Да, тоже интересный бой. Все честно, и не украли у него нокаут. Да? Да. Просто есть в интернете такая волна, что типа украли, не украли. Но это такие же, как я, специалисты, которые думают, что украли. А на самом деле ты мне сейчас все объяснил, я с тобой согласен. Так, здесь есть еще такой вопрос, тоже от мужчины. Вот насчет поражения до боя. Часто бывает такое, когда, знаешь, смотрят друг на друга. Это же не просто так делается, когда взгляд там перед боем, да, на взвешивании. Вот ты... Лицом к лицу. Да. Лицом к лицу. Ты сам чувствовал это чувство, что ты уже победил этого человека, и он уже, выходя на ринг, он уже проиграл. Ты такое чувствовал? Нет, не чувствовал. Я видел в сопернике, в оппоненте своем уверенность. Не в последнем, а вообще. У тебя же было много боев. Если учитывать... Не в последнем, в последнем понятно. Там, да, бывает, видишь. Но опять же, это может быть все обманчиво. Конечно. А от страха можно так ударить. С перепугу. Да, с перепугу можно. Наоборот, знаете, бояться правильнее, чем не бояться. Я в своем крайнем бою вообще не боялся. У меня чувства страха не было, отсутствовало. А чувство страха, оно защищает нас. Как же этого звали? От страха больше делаешь. Как же звали этого боксера, который побил Тайсона? Он абсолютно чемпион. Дуглас. Нет, не Дуглас. Эвандер Холлифилд. Ленокс Льюис. Льюис вышел на бой, и я еще смотрел, он говорит, я где-то в раздевалке поспал туда-сюда, и он нокаутом проиграл. Вот это удивительно. Это
бдительность свою Да, теряешь. да, ты как будто бы засыпаешь, получается. А слушай, Это в правда. таком дивизионе разве может быть простые соперники, тем более супертяжи? Это же Ну, вообще нереально. В принципе, никто из соперников не простой. Любой может ударить. Да, Да. да, да, есть. Так, это есть. Вот какие навыки, это у нас спрашивает наша подписчица, какие навыки могут быть, ну вот в человеке, да, предрасполагать к боксу? Вот какие качества в ребенке могут сказать, да, вот у тебя есть потенциал боксера? Что это за навыки должны быть? Конкретно боксера. Ну, спортсмен, давай так расширим немножко. Целеустремленность. Ну, в маленький первую ребенок, очередь. откуда у него целеустремленность? Ему Ну как, 8 лет. он хочет что-то, он добьется этого. Такое бывает? А что, С разве самого нет? детства? А разве нет? Я не знаю. Дети, мне кажется, если что-то захотят, вот бывает, кому-то скажешь нет, и он скажет, ну ладно, а кто-то будет плакать, там, рыдать, нет, хочу Это своего. есть. Это есть. Д- Плакать, рыдать есть такое. Добьется своего. Согласен. Это главное, наверное. Неважно, чем ты занимаешься, целеустремленный, чтобы был и человек. Ой, там столько это качеств. А вот всего. спортсменам рождаются спортсмены или встают? Опять же, вот перефразируя твою целеустремленность, Я это думаю, же врожденное рождаются. качество. Не все же... Больше рождаются, потому что кто-то родился, ну, он там в такой обстановке рос, что он там художником станет или танцором Давай, станет. Действительно. давай художников не будем трогать. Не, ну, Среди них я много очень- драчунов. Я очень к художникам хорошо. Я сам люблю рисовать с детства. Мгм. Так что это тренирует это Да, самую главную нашу мышцу. да. Нет какой-то конкретной там для боксера там или еще что-то. Ну, кто-то драчун с детства, он любит драться там, раз он боксером стал, Ну, иди в зал, да, значит. допустим. А я наоборот, я не любил драться. И вообще до бокса я не любил бокс. Друзья мои ходили, я говорю, вы что, дураки, вам голову отобьют. Мгм. Но потом так получилось, что меня затянул мой друг на тренировке. Говорит, пойдем, говорит. Я говорю, ладно, месяц-два похожу. С первой тренировки я влюбился как-то. Мгм. Поэтому я не скажу, что есть какие-то определенные Качество. черты характера или качества в человеке, чтобы были, что он будет. Вот, для бокса это хорошо. Я так не могу сейчас вспомнить. Мгм. В принципе, это, как и во всем другом, целеустремленный должен быть. Знать, что ты хочешь, понимать, уметь прислушиваться. Да. Есть, принимается. Последний вопрос задам. Последний на этом подкасте. Я думаю, что мы с тобой с удовольствием еще встретимся. С удовольствием. Да, потому что Можем продолжить. Но сильно долго будет зрителям смотреть. Ну, ты знаешь, мы как бы не боимся двухчасовых подкастов, как бы, ну, все равно, я думаю, что всегда хорошо По чуть-чуть оставить чуть-чуть интереснее. зазор для новой встречи. Скажи про своего любимого боксера. У меня нет такого. Вот в детстве, когда ты был, никогда не было любимого боксера? Одного любимого боксера никогда. У меня вообще ничего Давай нет 3 одного боксера. любимого. Давай 3 Одно боксера. любимое что-то. Первое, на кого я смотрел бы, это когда я начал заниматься боксом, так как я попал к тренеру Лапину Сергею Юрьевичу, а его известный ученик это Александр Усик, и я с ним познакомился тогда, в те годы еще. Он был для меня таким примером, на кого я равнялся. Ну, ты видел, вот Он не пример. был любимым, он был примером. для Да, меня, это именно на пример. кого я равнялся. То есть ты понимал, вот так можно сделать. Да, вот так можно сделать. Когда я с ним познакомился, он уже был там, участник Олимпиады, чемпион мира. А он уже победил в Олимпиаде, у него есть Олимпиада. Это на второй Олимпиаде он выиграл, на первой он проиграл в четвертьфинале. Мгм. И что меня тогда привлекло, это то, тренер у меня такой жесткий. И во время тренировки никаких лишних разговоров, там все, тренировка идет. И так тренер жесткий, в общем. Когда Саша приходил, в зал заходил, тренировка останавливалась, у тренера улыбка, Но он все-таки идет, о, результаты. Саша, там туда-сюда, и как бы, и все ребята на него обращали внимание, кто-то шел сфотографироваться, там, роспись взять.
В основном я находился в ринге в этот момент, когда он в момент тренировки приходил. И я так я не шел туда. Там и не фоткался, ничего. Мне просто я с ринга чуть повыше этажа смотрел на это все, и я хотел быть той причиной, из-за которой тоже остановится тренировка. Ну, это хорошая мотивация. Это мое первое. Потом, когда я начал чуть больше понимать бокс, начал мечтать о профессиональном боксе, я смотрел там. Ну, я многих смотрел. У нас в зале постоянно видео поединков Роя Джонса были, Майка Тайсона. Вот, ладно, скажу 3 основных. Александр Усик, Рой Джонс и Майк Тайсон. Угу. А вот твой стиль, он на кого больше похож? Вот это тоже. С самого начала я хотел быть универсальным. Я вот так прям на тренировке, как сейчас помню. Так, теперь я Майк Тайсон, и, там, как Майк Тайсон пытался. Теперь я Александр Усик, теперь я Холлифилд, там, теперь я это, теперь я это. Мне всегда хотелось быть нестандартным, потому что я где-то услышал или сам понял, не знаю, что к стандартному подобрать ключи легко легче. подобрать. Да. Когда ты нестандартный, сложнее. Даже не к стандартному, а к предсказуемому. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя клинок с одной стороны очень наточен, а с другой тупой, ты уже понимаешь, что от чего нужно защищаться. Ну, да. А если ты универсал, то как тебе можно подготовиться вообще? Примерно так. Ну, может это и не есть хорошо, не знаю. Когда ты универсал, то ты и не то хорошо, может, и не то хорошо, ну, не знаю. Может, ты когда в одном стиле, пусть ты Майк Тайсон или там Рой Джонс, ты один свой стиль развиваешь. Но, опять же, это изначально так было. Сейчас я больше понимаю свой стиль, как бы, и работаю над своими какими-то определенными моментами. Хорошо или плохо, это уже другой вопрос. Нет, тут вопрос мы не оцениваем, хорошо или плохо. Просто, понимаешь, я почему у тебя это спросил, вот, допустим, ну, мне нравится настольный теннис, да, настольный теннис. Мне просто нравится эта игра, я сам так немножко играю. И я слежу за играми, то есть у меня есть какие-то любимые мои эти игроки, которые вот мне нравится стиль их, как они себя ведут, там, да, там, подача, все. И поэтому в этом плане, мне кажется, это нормально. Ты когда просто понимаешь, что вот этот человек с таким-то стилем, вот он вот такой вот. Конечно, такая вообще яркость. Равняться нужно на кого-то. Обязательно. Даже не равняться, а как калибровка, понимаешь, идет. То есть ты думаешь, ага, в принципе, я вот в этом плане похож вот на этого. Вот я ногами работаю, как Усик, к примеру, да? Вот у меня удар там, как у, не знаю, как Джошуа, допустим. Ну, не знаю, неважно. Да, То есть ты, в принципе, говорите. да. Правильно говорите. И у каждого, вот по сей день я смотрю не всех, смотрю каких-то определенных, неважно какая весовая категория, просто у кого что я могу взять. Хотя бы какую-то маленькую вещь. Да. Там, как руки стоят или еще что-то. И скажи, пожалуйста, вообще, ну, примерно, какие планы у тебя вот на ближайшее какое-то будущее? Вообще, что ты планируешь делать? Это сложный вопрос. Это вообще примерно так. Да. Это опять же, как человек, это я мыслю, потому что мы предполагаем, Всевышний располагает. Сейчас я бы хотел взять тут. Я взял паузу, взял паузу после поединка. Переосмыслить все, набраться сил, залечить свои какие-то болячки. И потом с новыми силами все заново, по-новому, с чистого листа начать. Угу. Ты в Крыму сколько будешь времени? Ненадолго, да, ты в Крыму? Не знаешь пока? Не знаю. Ну, ты просто неожиданно приехал, поэтому... Да, неожиданно приехал, также неожиданно могу уехать. Ты и в этом плане непредсказуемый. Я везде так, во всем так. У меня и так все меняется. Но это не к тому, что плохо. Просто у меня так. Я человек мира. Саул, Артур? Саул, что пришел. Я думаю, что... Я думаю, что найдутся люди, кому будет интересно посмотреть за этой беседой. Я получил удовольствие. И для себя тоже открыл интересные моменты. Саул. На будущее можем на любые темы пообщаться. Все, понял, принял. Саул.